Ну вот, друзья, настал момент финального матча Лиги Чемпионов АТС Карго. Третий розыгрыш этого чемпионата. И финалистами стали две прекрасные команды. Слева от вас в лазурных цветах это представители команды АТС Карго. Ну и справа от них замечательная команда, представители лиги, Джаильской лиги из города Карабалта, команда Бекитай. Очень сильные команды, обе команды. Здесь, как здесь, так и там, очень опытные игроки представлены. Ну и, конечно, особенно хочется порадоваться за команду Бекитай, потому что они впервые участвуют в Лиге Чемпионов. Или, нет, третий раз участвуют, да. Вот, ну, впервые доходят до этой стадии, до финала. Поэтому нужно поздравить эту команду. Ну и, конечно, команда АТС Карго. Многие уже, когда начинали с матча плей-офф, говорили о том, что АТС Карго команда, которая сильна, которая выйдет в финал. Ну, посмотрим, может быть, и организаторы, главные спонсоры этого кубка, их команда, может быть, заберет свой домашний кубок. А может быть, это сделает и представители Джаильской лиги, команда Бекитай. Видели мы до этого прекрасные полуфинальные матчи. Также и четвертьфинальные матчи не менее прекрасно сложились. Поэтому ждем. АТС Карго обыграли команду Талас. Бекитай обыграли в полуфинале команду Теплоэнерго. Ну что ж, друзья, все готово к старту финального матча. Все ждали этот момент. Очень много зрителей здесь также, которые приехали, вот участники команд, футболисты есть, которые приехали с далеких регионов, с того же Тюбского района, с других районов. Итак, продолжается у нас финальный матч. Небольшие неполадки были с электричеством здесь у нас в офисе. Ну и все наладилось. Сейчас мы продолжаем трансляцию матча. Финального матча между командами АТС Карго и Бекитай. В самом начале матча Данияр Талайбеков открыл счет, и АТС Карго повели в этом матче. Бекитай обороняется, удар со средней дистанции, на месте здесь играет. То есть голкипер Максим Васильев. Неужели Васильев сегодня не станет в этом матче героем своей команды? В полуфинале он отразил 3 пенальти. Вы знаете, здесь Данияр Талайбеков пробивает по воротам. Так, с мячом футболисты команды АТС Карго. Смещение в центр, неплохо. Урмат Чалмашбеков. Тургумбаев отдавал на Данияра Талайбекова. И мяч уходит в аут. Выброс мяча со стороны Максима Васильева. Мяч уходит в аут. Почти 5 минут позади. Напомню, счет 1-0. Это финальный матч Лиги Чемпионов АТС Карго. Третий розыгрыш этого чемпионата. Хорошо. Бекитай не стоит недооценивать. Много способных ребят. И вот здесь надо забивать. Ай-яй-яй. Футболист под номером 88.
Нурлан Теленчиев не сумел забить. Так можно продолжить. Мяч находится у команды Бекитай. 10-й номер этой команды Джингишбек Садыков. Васильев Максим. Неточная передача со стороны Васильева. Показывает, что он хотел отдать верхом, но не смог этого сделать. Долженко не сумел мяч сохранить. Садыков назад. Теленчиев направо. Джишиналиев. Неточная передача. На 7-го номера была цель отдать мяч, но Исламбек Хожантаев, передача в его сторону была не самая хорошая. Эрджан Хожантаев также есть в составе у команды Бекитай. Они являются братьями. Хорошо, здесь удар со стороны Долженко. Быстро вводит мяч в игру Васильев. Итак, матч у нас продолжается, друзья. Страсти накаляются. Примерно половина первого тайма позади. Счет пока что 1-0 в пользу команды АТС Карго. В самом начале матча, как вы помните, забил хорошим, сильным ударом Данияр Талайбеков. Ну и АТС Карго продолжает атаковать, идти в атаку. Ну и тайм-аут. Друзья, напомним, что это финальная встреча Лиги Чемпионов АТС Карго. Наконец-то мы добрались до финала. И две очень самых, наверное, заслуженные и очень такие крепкие, сильные команды оказались в финале. Команда Бекитай и команда АТС Карго. Вчера вот я следил за матчами команды АТС Карго и также и Бекитая. И еще на матчах группового этапа они оставляли неплохое впечатление в целом. Ну и вот они в финале. 7 минут и 20 секунд. Счет по-прежнему 1-0 в пользу команды АТС Карго. С мячом футболисты Бекитая. Теленчиев не добрался до мяча. Хорошее прозвище имеет Теленчиев. Я на улице сейчас находясь, общаюсь с болельщиками, это услышал, называет его Модричем. Чем-то он, конечно, напоминает Луку Модрича. Я думаю, многие любители футбола знают этого прекрасного хорватского футболиста, легенду.
И вот как раз таки с ним его сравнивают. Ну и Телинчиев также любит располагаться именно в центре поля, когда играет в большой футбол. Ну и в мини-футболе также у него хорошее видение поля. Мы могли за этим наблюдать. Телинчиев ошибается в подкате. Снова сразу же исправляет он свою ошибку. Хорошо. И эта атака должна закончиться ударом. Нет. Чикшиналиев. Телинчиев. Направо. Сыдыков. Очень стараются ребята из команды Бекита. И вот в финальном матче мы вот поняли, что усталость у ребят как рукой сняло. Финал — это стимул, очень большой стимул. Впереди золотые медали, впереди кубок, впереди признание, престиж, узнаваемость. Поэтому на кону стоит очень много. Бекитай. Прострел. Шамонин. Чуть было не пропускает автогол Николай Шамонин. Аут в пользу команды Бекитай. Матч у нас продолжается. Контролирует мяч футболисты команды АТС Карго. Телинчиев. Чикшиналиев. И через дом. Ой-ой-ой, какой удар. Шамонин не без труда, но очень спокойно он этот удар отбивает. Прям перед собой забирает мяч в свои руки. Это опыт, ребята. Хорошо. Длинная передача находит адресата. Но здесь нарушение, конечно, было со стороны 17-го номера команды АТС Карго. Это у нас Нурслан Сыдыков. Итак, матч продолжается у нас. Отодвинули игру от своих ворот представителей команды Бекитай. Телинчиев бьет с левой ноги сильно, не точно. 4,5 минуты до завершения матча. Васильев. Чикшиналиев направо. Попытка забросить за спину защитников со стороны футболиста Бекитая. Здесь у нас Данияр Талайбеков. Хорошо! И гол! Ай-яй-яй. Неожиданный удар для Максима Васильева. И вот видим мы его эмоции. Ну и, конечно, нужно отдать должное Данияру Талайбеку. Великолепно он прорвался. Пробил очень сильно с острого угла. Ну, еще становится 2-0 под конец первого тайма. АТС Карго очень близки к тому, чтобы завоевать Кубок Лиги Чемпионов АТС Карго. У нас есть традиции. У нас в Кыргызстане команда-организатор иногда участвует, но не побеждает. Но не в этом случае, потому что ребята из АТС Карго тоже трудились, тренировались для этого результата, поэтому просто так они победу давать никому не будут. Команда Бекитай в атаке. Аут в пользу какой команды? Данияр Талайбеков, он может создавать сам мячи из ничего. А здесь еще один удар с его стороны. Перехват! Третий гол! Данияр Талайбеков неудержим в финале. 3 мяча он забивает в финале. Хет-трик со стороны игрока команды Дордой Айдарсен. Один из 2 профессиональных футболистов в составе команды АТС Карго делает хет-трик. Именно для этого он был приглашен в эту команду. Все знают великолепные умения Данияра Талайбекова. Молодой игрок, очень скоростной, с хорошим ударом. В этом мы могли убедиться. Снова потеря. Еще один удар. Мяч попадает в штангу. Против такой команды, как АТС Карго, не выручает даже такой прекрасный голкипер, как Максим Васильев. Винить его в пропущенных мячах нельзя. Вина стоит на игроках. Потому что
С такого близкого расстояния отбивать такие сильные удары не каждому дано. Испортили немного статистику Максима Васильева игроки команды Бекитай. Длинный заброс, не точно. Ну и посмотрим, чем это все закончится. Счет, напомним, 3-0. Но не все кончено, конечно, для Бекитая. Мы видели и не такие камбэки от команд. Поэтому говорить о том, что сейчас уже все, уже команда АТС Карго победитель, мы не будем. Потому что мы можем ошибиться. Васильев. Хорошо. Джекшиналиев. Асхат Джекшиналиев отыгрывает назад снова на Васильева. И аут в пользу команды Бекитай. Ну, правильно нужно вести с правильной точки мяч. Спешат, конечно, футболисты. 50 секунд до завершения первого тайма остается. Длинный заброс. Еще один аут в пользу команды Бекитай. Джекшиналиев. 35 секунд. Васильев направо. Джаныш Куренкеев мяч не сохранил. Здесь Талайбеков пытался пробить. Рикошетом мяч уходит на угловой. На угловой. Еще один удар. Васильев спасает. Продолжается атака. 5 секунд. Быстрее нужно. Удар угловой. Ну и все. Можно передохнуть игрокам. Первый тайм завершается, друзья. Напомню, это финальный матч между командами АТС Карго и Бекитай. Напомним, друзья, Лига чемпионов АТС Карго, который пригласил к участию многих команд с регионов нашей страны. Второй тайм матча финального между АТС Карго и Бекитай. Счет 3-0 в пользу команды от компании АТС Карго. Эта команда играет также, вы знаете, в Кубке банка Байтышин. Опытная команда. Ну и к этому турниру также были приглашены неплохие такие профессиональные футболисты. Тот же Данияр Талайбеков из команды Дордой Айдарсен был приглашен из Алги. Игрок большой футбол из кыргызской премьер-лиги Андрей Долженко. Ну и кроме них есть кого упомянуть в составе команды АТС Карго. Великолепные турниры проводит тот же Урмат Чалмашбеков, Нурслан Садыхов. Также нужно отметить, наверное, игрока Атайбека Тургунбаева, который несколькими мячами отметился до матча финальной стадии. Тургунбаев, неточная передача. Куренкеев, Джаныш. Заброс. Не успевает Джаныш Куренкеев к мячу. Шамонин вводит мяч. Неплохо бьет и по лицу, нет, по
По ноге попадает игроку карабалтинской команды Бекетай. Здесь 10-й номер получает повреждение. Поддыхалку, кажется, удар. Поддых получил игрок команды Бекетай. Дженгишбек Сыдыков. Пожелаем ему здоровья. Должен он вернуться на поле. Ну и аут будет в пользу команды АТС Карго. 3 минуты позади, еще 12 минут впереди финального матча. Кто же станет победителем? Многие, конечно, уже начали, наверное, говорить о том, что станет победителем команда АТС Карго. Но кто бы ни победил, это будет заслуженно для меня лично. Обе команды заслуженно вышли в финал, показали хороший зрелищный футбол. Тем временем АТС Карго будут атаковать. Чем меньше времени, тем больше шансов будет у команды АТС Карго, потому что Бекетай будет раскрываться, и, может быть, даже и увидим через некоторое время мы полевого футболиста 5-го на поле, на площадке. Кто знает. Телинчиев ошибается, удары! В таких ситуациях обычно Атайбек Тургумбаев не ошибается, а здесь очень сильно пробил, но мяч пролетел над перекладиной, попадание в руку. Дженгишбек Сыдыков был виноват в этом эпизоде, ему в руку мяч попадает. И стандарт. Не стал бить. Прострел, попытка прострела. Еще одна скидка. Сыдыков головой мяча отбивает на чужую половину. Атака АТС Карго продолжается. На правом фланге Долженко и угловой. От ноги Асхата Джикшиналиева мяч уходит на угловой. Шамонин высоко поднимается, неплохо. Тургуналиев, Тургумбаев, то есть. А здесь уже нужно забить. Долженко, ну, теперь уже АТС Карго действует, видим, немного пижонят ребята из команды АТС Карго. Чалмашбеков. Хорошо. И в штангу попадает 18-й номер команды АТС Карго. Урмат Чалмашбеков. Один из лучших игроков этой команды на этом турнире. Карабалтинцы с мячом. Команда Бекетай. Неплохо. Аут в пользу команды АТС Карго. Никого в воротах нету. Успевает Шамонин вернуться. Забирает мяч в свои руки. Быстро начинает атаку своей команды. Хорошая передача. Не доходит мяч до Андрея Долженко. Теперь уже ответная атака команды Бекетай. Если они сейчас забьют один гол, было бы, конечно, классно для них. Еще бы с большими силами они бы пошли бы вперед. Счет пока не изменился. 3-0 в пользу команды АТС Карго. А здесь уже карабалтинцы в атаке. Шамонин выручает в падении. Вытянулся он в струнку и отбил этот удар. Отличный момент, красивый момент этого матча. Один из самых красивых моментов этого матча. Мы увидели. Шамонин. Не получается прострелить здесь у Андрея Долженко. Еще одна возможность может быть. А нет, нужно вводить от ворот, конечно.
Васильев. Неплохо. Центр. И хорошая атака. Выход 1 на 1. Шамонин. Его просто так не обманешь. 7 минут. Половина второго тайма позади. С мячом футболисты из команды АТС Карго. Вот Шамонин смело выходит вперед. Конечно, 3 гола отрыва, это можно уверенно чувствовать себя при таком счете. Долженко. Хорошая комбинация. Доверно. Нужно довести. Нет. Со средней дистанции, с линии зоны вратарской пробивает футболист АТС Карго. 4-й мяч залетает в ворота Бекитая. Ну, АТС Карго, не сказать бы, что на голову, но довольно сильная команда пришла на этот турнир. Пятый гол увидим. Нет, пока нет. 8-й номер команды АТС Карго забивает этот гол. И это у нас Эмир Джетыбаев. Долженко не успевает мяча. У Карабалты тоже не получается выстроить свою атаку. Карабалтинцы владеет мячом. Футболисты команды Бекитай. Ай-яй-яй. Теленчиев не сумел мяч сохранить. Нарушение правил со стороны игрока АТС Карго. 5,5 минут. Прострел в сторону Теленчиева. Не точно. Шамонин. Джетыбаев отдавал передачу на Даниара Талайбекова. Не точно. Мяч остается в игре. Талайбеков нарушил правила. Осторожнее надо, конечно, действовать. Здесь небольшой конфликт возникает. Ну, молодой, конечно. Даниар Талайбеков. Тот уже Теленчиев многоопытный. Здесь надо, конечно, друг друга понять. Молодость должен понять возраст, а возраст должен понять молодость. Итак, заброс со стороны Шамонина. Подбор за игроками команды АТС Карго. Попытка прострела со стороны 7-го номера. Айбек Дюшембеев. Не точно. То есть пас был заблокирован. 4 минуты и 20 секунд. Все находится под контролем Николая Шамонина. Отдает он длинную передачу вперед. У него очень точные сбросы, как вы знаете. Выбрасывает он очень точно руками. И очень удобно, кстати, для игрока. Здесь зафиксирован аут в пользу команды Бекитай. Именно они с мячом. Назад. И не поняли здесь друг друга два игрока команды Бекитай. И тайм-аут. Тайм-аут заканчивается, ну и 3 минуты и 30 секунд до завершения матча. По фолам у нас 3-2, по счету 4-0 ведет команда АТС Карго. Многих, наверное, это не удивляет, потому что говорили еще при старте матчей плей-офф, что у АТС Карго очень хороший состав и очень хорошие футболисты представлены в этой команде. Ну и, соответственно, эта команда в финале ведет со счетом 4-0. Хотя и Бекитай тоже оставили хорошее впечатление, но на финальный матч ребята, кажется, не донастроились. Попытка удара. Не увенчалась эта попытка тоже успехом. Бекитай с мячом. Направо. Перехват. Ну, играющий вратарь не выйдет. 4-0 отыграть, наверное, сложновато, но и
Здесь удар Телинчиев. Смотрите, умудрился в этом положении ударить. Талайбеков. Ну вот. Никуда не спешат игроки команды. Телинчиев бил поворотом. Хорошо. Ну, в такого острого угла сложно попасть. Иногда вы попадаете, ребята, как в моменте с третьим голом Даниара Талайбекова с очень острых углов. Перехват следует снова за карабалтинцами. Команда Бекитай в атаке. Удар. Шамонин отбивает этот удар. 2 минуты ровно до завершения этого матча. Я думаю, уже можно готовить медали, готовить венки, цветы, букеты, дипломы, сертификаты, деньги и отдавать команде АТС Карго. Ну, за первую позицию, конечно. Призы предусмотрены за вторую, за третью, за четвертую позицию, индивидуальные награды. И здесь тем временем 5-й гол залетает в ворота Бекитая. Игрок под 18 номером Урмат Чалмашбеков забивает очередной гол. И счет у нас становится 5-0. Вот теперь вот точно можно гасить свет и все заканчивать. Минута и 23 секунды. Мяч у команды Бекитай. Даже несмотря на это поражение, конечно, Бекитай заслуживает похвальных слов. Ребята из Джаильской лиги, из Карабалте, в 3-й раз участвуют в Лиге чемпионов АТС Карго. И вот впервые оказываются они в финальном матче. Безмерно они были рады. Ну и они могут даже и порадоваться из-за серебряных медалей. Говорится, что лучше проиграть в полуфинале, нежели в финале. Менее обидно. Но тем не менее, второе место за серебряные медали это тоже вполне достойно для команды из Джаильской лиги. 45 секунд остается до завершения. У мяча игрок команды Бекитай. 5-0. Удар от стенки. Мяч улетает на угловой. 25 секунд до завершения матча, друзья. Сейчас будет радость игроков АТС Карго. Счастье, как говорится. Еще один прострел. Удар. Шамонин. Сегодня Шамонин как стена стоит. Но у него есть очень хороший оппонент. Это вот как раз таки вон тот человек, голкипер команда Бекитай, Максим Васильев. Ну и все, завершается у нас матч. Поздравляем мы команду АТС Карго с этой победой. Замечательное выступление и команды АТС Карго, и команды Бекитай. Ну и хороший финал мы с вами видели. 5 забитых мячей. Ну и вот таким вот образом победителем 3-го розыгрыша Лиги чемпионов АТС Карго становится